Здравствуйте, уважаемые учителя физики. Меня зовут Аида Вячеславовна. Я учитель физики физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова города Якутска. И сегодня я хочу вам показать, как решаются задания ЕГЭ по физике повышенного уровня сложности, именно номер 24. Так, по обобщенному плану варианта КИМ-ЕГЭ, а, вот спецификации КИМ-ЕГЭ, да, вот написано, что ПР обозначаются, это предметный результат обучения. КЭС– это контролируемый элемент содержания. Вот. И вот уровни сложности обозначаются Б базовый, П повышенный и В высокий. Вот. И в 24-м задании рассматривается предметный результат, как решать качественные задачи, использующие типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями. Так, код вот предметного результата 2.6, код элементов содержания с 1 по 5, уровень сложности повышенный и максимальный балл за задание – это 3 балла. Вот. И что это означает? 2.6 означает, что по федеральному компоненту, да, это нужно применять, то есть обучающийся должен применять полученные знания для решения физических задач, да, так, и проверяет, что сформированность, умение решать физические задачи. А элементы содержания, вот это с 1 по 5, то есть получается, задания могут быть со всех разделов физики. С механики, с молекулярной физики и термодинамики может быть задача, с электродинамики, с основ специальной теории относительности и с квантовой физики может быть. Вот. И сегодня давайте рассмотрим ряд заданий. Но сегодня я постаралась выбрать задания с механики, с молекулярки, с электродинамики и с квантовой физики. Так, ну давайте рассмотрим первую задачу по механике. Условие: маленький шарик, подвешенный к потолку на легкой нерастяжимой нити, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максимальное отклонение нити от вертикали составляет угол 60 градусов. Сделайте рисунок с указанием сил, приложенных к шарику в тот момент, когда шарик движется влево-вверх, а нить образует угол бета 30 градусов с вертикалью. Вот на рисунке указано, да? Покажите на этом рисунке, куда направлено в этот момент ускорение шарика по нити, перпендикулярно нити, внутрь траектории, наружу от траектории. Здесь вот даже указывается, ну, какой должны ответ дать. Ответ обоснуйте. Сопротивление воздуха не учитывать. Так, ну, для решения этой задачи сначала нужно что сделать? Нужно сделать чертеж. Так, у нас, значит, к потолку подвешено тело, да? Так, и колеблется этот шарик. А, Примерно так. Но какие силы действуют на этот шарик? На этот шарик действует сила тяжести, mg, так, и сила натяжения нити. Сила натяжения нити. Так, и куда направлено ускорение? Ну, ускорение, оно направлено в сторону равнодействующей этих сил, да? И по правилу параллелограмма у нас получается, что ускорение будет направлено вот так.
Ускорение направлено внутрь траектории правее силы натяжения нити. У нас вот в ответах, да, по нити, перпендикулярно нити, внутрь траектории и наружу от траектории. То есть получается, выбираем ответ внутрь траектории, да. И здесь у нас получается, что правее сила натяжения нити. Так, и направленная, ну да, направление мы указали. Так, теперь что мы должны? И мы должны дать обоснование, да? Так, и что нам еще нужно учитывать? В этой точке это у нас промежуточная точка, так ведь? Потому что вот где-то здесь у нас максимальное отклонение получается, да? И здесь в точке максимального отклонения шарик останавливается, то есть скорость будет равна нулю, да? А в этой точке, получается, скорость не будет равна нулю. То есть скорость в этой точке не равна нулю. Так, дальше, если скорость не равна нулю, то есть получается здесь на этот шарик будет действовать, ну как бы шарик будет обладать центростремительным ускорением, так ведь? И центростремительное ускорение, оно направлено по направлению нормального ускорения. Так, и это мы как указываем? Вот это у нас ускорение, да? И это ускорение, оно равно сумме нормального и тангенциального ускорений, получается, да? И тангенциальное ускорение, чтобы указать, то есть нормальное ускорение, чтобы показать, опускаем перпендикуляр, да? И вот это у нас будет нормальное ускорение, так, которое равняется центростремительному ускорению. Нормальное ускорение равно центростремительному ускорению. Так ведь? Так, дальше, кроме этого, еще есть тангенциальное ускорение. Тангенциальное ускорение, оно направлено по касательной. И это у нас будет вот здесь. Это у нас тангенциальное ускорение. Так, тангенциальное ускорение. Так, и тангенциальное ускорение тоже не равняется нулю. Не равняется нулю. Так, и тогда у нас получается, что ускорение равно сумме нормального и тангенциального ускорений. Так, то есть у нас что? Нужно было показать, куда направлено, да? И что еще нужно было написать? И нужно обосновать. Так ведь? То есть у нас, значит, в объяснении будет такое. Значит, скорость в этой точке не равняется нулю. Так. Ускорение, оно направлено внутрь траектории точки, правее силы натяжения нити. Да. Так, и оно направлено в сторону равнодействующей силы. То есть вот нарисовав эти силы, находим направление ускорения, а это ускорение, оно равно сумме нормального или центростремительного ускорения и тангенциального ускорений. Ну вот, все. Дальше идем. Так. Следующая задача такая. Две порции одного и того же идеального газа нагреваются в сосудах одинакового объема. Графики процессов представлены на рисунке. Почему изохора 1 лежит выше изохора 2? Ответ поясните, указав, какие физические закономерности вы использовали для объяснения. Так. Значит, это задача с раздела молекулярной физики. И нам даются графики изохоры. Так, ну, график, наверное, я рисовать не буду, да? Так, и нам нужно что сделать?
ответ, почему изохора 1 лежит выше изохора 2? Вот такое у нас объяснение, да? То есть вопрос такой. Значит, что для того, чтобы решить эту задачу, то есть объяснить, да, нужно использовать уравнение Менделеева-Клапейрона. Так, уравнение Менделеева-Клапейрона ПВ равно ню РТ. Так, ну в данном случае это у нас будет P1, да. Так, еще что здесь? Одинакового объема, значит, объемы одинаковые, да. Так, и температуры, ну, здесь температура по графику показана, да. R это у нас постоянная величина, и мы должны определить количество вещества. Количество вещества. Объемы у нас одинаковые. Так, получается у нас изохорный процесс. Изохорный процесс, то есть объем постоянный, да, V-константа. И число у нас, вот это количество молей получается у нас что? Так, количество молей мы должны отсюда определить, да, где будет больше. Где будет больше. Так, для этого что мы делаем? Для этого у нас вопрос такой же, да? Почему изохор 1 лежит выше изохора 2? Так, ага. Значит, у нас температура одинаковые, объемы одинаковые. Так, то есть мы должны определить отсюда ν1, допустим, да? ν1. Так, тогда получается отсюда ν1 будет равняться P1V деленное RT. RT. Это P1. Так, тогда ν2 у нас будет равняться аналогично, да? P2V RT. Так, теперь у нас, если мы на графике возьмем какую-то температуру определенную, да, то здесь получается, что здесь график P1 выше, чем график P2, да? И получается, чем давление выше, да, тем, получается, количество молей будет, количество вещества больше получается. Так, и то есть получается, что при одинаковой температуре, при одинаковом объеме, и если давление больше, то количество вещества будет больше. И поэтому график P1, то есть первый график будет больше, то есть будет выше, чем второй график. Понятно, да? То есть для объяснения обязательно нужно написать уравнение Менделеева-Клапейрона. Так, оттуда показать зависимость количества вещества от давления при одинаковом объеме и одинаковой температуре, да? И потом уже по графику посмотреть, какой график выше, да? И чем вот давление больше, тем будет количество вещества больше. Так, все вроде бы, да? Так, ну а далее, что у нас идет? Третий номер. Третий номер. Третий номер у нас это по электродинамике. Третий номер по электродинамике. Условие такое. Нехромовый проводник длиной L, который равен L2, включен в цепь постоянного тока. К нему подключает вольтметр таким образом,
что одна из клемм вольтметра все время подключена к началу проводника, а вторая может перемещаться вдоль проводника. На рисунке приведена зависимость показаний вольтметра U от расстояния x до начала проводника. Как зависит от x площадь поперечного сечения проводника? Ответ поясните, указав физические закономерности, которые вы использовали. Так, значит, в условии сказано, что течет постоянный ток. Если течет постоянный ток, то мы используем закон Ома для участка цепи. Так, по закону для участка цепи напряжение прямо пропорционально зависит от силы тока и сопротивления участка. Так, а сопротивление проводника мы выражаем формулой ρl, так, S, деленное на площадь поперечного сечения. Но в данной задаче у нас длина обозначена буквой X. Так. Ага. Теперь что у нас? У нас два участка. На первом участке напряжение, то есть вот когда расстояние, то есть длина участка от нуля до L1 равняется, да? Здесь у нас напряжение прямо пропорционально длине участка. Так ведь? То есть получается у нас на этом участке U будет равняться так, I умноженное на R, которое равняется Rx, то есть ρx, деленное на площадь поперечного сечения. Так, или это мы можем записать I ρx, деленное на S. Вот, то есть получается напряжение прямо пропорционально зависит от длины проводника. Да? Так, теперь на втором участке это у нас расстояние будет от L1, то есть длина проводника, до L2. Вот, это второй участок, и там уже график, он такой плавный, да, угол не такой уж как бы крутой, можно сказать, да. И на этом участке тоже самая зависимость, да, напряжение тоже прямо пропорционально будет зависеть от длины. I, ρ, x, так, S. Здесь S1, так, здесь у нас U1, U2 и S2 получается. Так, ну, значит, нам нужно что сделать? Нам нужно объяснить, как зависит от x площадь поперечного сечения проводника. Так, то есть мы должны из первого уравнения и со второго уравнения выразить площадь поперечного сечения, так ведь? И тогда получается у нас, так, S1 будет равняться I ρ x, деленное на U1, да, и S2 равняется I ρ x и деленное на U2. Вот. Так. И здесь что у нас получается? На первом участке проводника, на первом участке напряжение у нас быстро увеличивается. А на втором участке у нас напряжение медленнее увеличивается. Так? И получается, ну, то, что быстро увеличивается и медленнее увеличивается, нужно словами тогда, нужно писать, когда вот объясняет, да, ребята. И отсюда, если, допустим, вот на втором участке медленно увеличивается напряжение, да,
То есть получается, площадь поперечного сечения вот на этом участке будет больше, чем в первом участке. Из-за того, что вот здесь напряжение медленно увеличивается, а здесь, что это быстро увеличивается, можно, давайте, двумя стрелками, что ли, показать. Двумя стрелками, а здесь одной стрелкой. Так, и поэтому на втором участке площадь поперечного сечения проводника будет больше, чем на первом участке. Ну вот и все. Так, то есть в этой задаче нужно обязательно записать закон Ома для участка цепи, формулу сопротивления проводника, да, и нужно вот по участкам показать, как будет зависеть напряжение от длины, а потом показать зависимость площади поперечного сечения от напряжения и дать ответ. То есть получается ответ площадь поперечного сечения на втором участке S2 больше, чем S1. Больше, чем S1. Вот. Все. Так, далее. Следующая задача. Это у нас, получается, 4-я задача, да? Ага. 4-я задача тоже по электродинамике. Но электродинамика – это очень большой раздел, и поэтому нужно больше решать задач по электродинамике. Ну и механика тоже один из таких больших разделов курса физики. Так. На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, цифровых вольтметра, подключенного к батарее, и амперметра. Нужно составить принципиальную электрическую схему этой цепи и, используя законы постоянного тока, объяснить, как изменится, то есть увеличится или уменьшится сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение. В крайнее правое положение. Так, ну, цепь здесь в общем вот здесь последовательное соединение, да? Источник тока, реостат, амперметр и резистор, они все соединены последовательно. И к источнику тока вольтметр подключается параллельно. Так, и схема будет такая. Так, вот здесь нужно обратить внимание, где находится положительный полюс и отрицательный полюс, да? Так, здесь у нас на рисунке, на схеме, ну, здесь рисунок какой-то не очень четкий вышел, да, поэтому здесь на источнике тока знака плюс не видно, так? Но в кимах ИГ должно быть, должно быть видно. Так, и здесь у нас что? Источник тока. Так, с правой стороны положительный полюс. Поэтому черточка, она длиннее. Вот, то есть положительный полюс обозначается, ну вот, длинной черточкой, да? Так, и далее идет реостат. Так, вот здесь на рисунке, да, вот верхняя клемма, то есть вот от источника тока провод идет к верхней клемме. Так, то есть, а верхняя клемма это у нас будет вот эта стрелочка. Так, дальше у нас реостат. Так, потом дальше от нижней клеммы идет к амперметру.
амперметру. Так, с этой стороны. Так, здесь у нас еще ключ есть. Ну, хотя ключ можем и здесь нарисовать. Так, от амперметра идет к резистору. Так, и здесь у нас ключ. Ну, расположение может быть разным, не обязательно вот таким, да? Так, далее, так, сопротивление реостата равняется 1 Ому. 1 Ому. Так, амперметр показывает 0,6 ампера. Так, вольтметр у нас еще есть. Вольтметр подключаем параллельно к источнику тока. Так, и вольтметр показывает 2,4 вольта. Угу. И реостат, сопротивление реостата от 0 до 6 Ом. Так, и вот ползунок, то есть движок перемещают в какое положение? В крайнее правое положение. Крайнее правое положение перемещают. Вот. Так, получается, если в правое крайнее положение перемещаем, да, то получается длина проводника укорачивается. Так ведь? Вот ток идет с положительного полюса к отрицательному полюсу. Так? И тогда получается ток идет вот так и охватывает только вот правую часть вот этого реостата. Если мы двигаем в правую сторону, тогда получается уже область, ну, длина реостата, то есть длина проводника уменьшается. Так ведь? И по формуле сопротивления проводника, это у нас ρL на S, то есть получается длина проводника укорачивается, да? Так, дальше сопротивление увеличивается, нет, наоборот, уменьшается тоже. Сопротивление уменьшается, да? Так, и тогда сила тока по закону Ома для полной цепи будет равняться, так, ЭДС, деленное сопротивление реостата плюс сопротивление резистора и плюс внутреннее сопротивление источника тока. Так, и вот, значит, сопротивление реостата уменьшается, то есть сопротивление реостата, это у нас сопротивление реостата уменьшается, тогда, то есть знаменатель уменьшается, сила тока увеличивается. Так, дальше, то есть сила тока увеличивается. Это был первый вопрос, как изменится сила тока, да? И второй вопрос, как изменится напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее положение. Теперь нужно ответить на второй вопрос. Так, здесь у нас получается вольтметр измеряет напряжение на источнике тока, да, и еще и к этому источнику тока параллельно подключено вот внешнее сопротивление. То есть они параллельны. Понятно, да? И тогда получается, что напряжение будет равняться, так, сила тока умноженная на, это по закону Ома для участка цепи. По закону для участка цепи, так, умноженное на сумму сопротивлений этого участка. То есть получается сопротивление реостата плюс сопротивление резистора, то есть внешнее сопротивление. Так, тогда, если вместо I подставим вот это значение, тогда мы получаем ЭДС умноженное, вот это все наверху, R реостата плюс резистора и деленное вот на все это. Так, реостат плюс резистор
и плюс внутреннее сопротивление. Так, значит, что у нас? Вот это у нас получается сопротивление вот этого участка, нижнего участка, да? Вправо переместили. Как вот мы говорили, длина уменьшается, сопротивление резистора уменьшается, да? То есть получается здесь и тут сопротивление уменьшается. Так ведь? Ага. Так. И тогда получается в числителе, это у нас числитель, это у нас знаменатель. Так ведь? И так, в числителе получается сопротивление будет уменьшаться больше. Ага. Здесь в числителе будет больше уменьшаться, чем вот здесь. Потому что сопротивление резистора и внутреннее сопротивление, они остаются постоянными. Так ведь? И поэтому здесь больше будет уменьшаться. Так. И поэтому, ну, конечно, здесь тоже уменьшается, но значение вот в числителе будет больше уменьшаться, чем значение в знаменателе. И поэтому в вольтметре, то есть напряжение, будет уменьшаться. Понятно, да? То есть здесь мы пишем в числителе сопротивление, то есть значение числителя будет больше уменьшаться, следовательно, напряжение будет уменьшаться. Ясно, да? То есть ответ. Ответ будет, значит, какой? Сила тока. Сила тока. Сила тока увеличивается. Напряжение уменьшается. Так, и, значит, в объяснении, то есть в решении этой задачи, так как здесь сказано нарисовать схему, значит, обязательно схему нужно нарисовать, так, и обязательно нужно указать. То есть здесь должны быть формула сопротивления проводника, в котором показывается зависимость сопротивления реостата от изменения длины. Так, закон Ома для полной цепи, чтобы показать зависимость силы тока от изменения сопротивления. Да? Так, и закон Ома для участка цепи. И обязательно ответ должен быть сформулирован. Так, ну все. У нас время заканчивается, да? Так, вот, шестую задачку. То есть вот следующая задача такая. Здесь особо много писать не надо. Так, замкнутое медное кольцо подвешено на длинных нитях вблизи катушки индуктивности, закрепленной на столе и подключенной к источнику постоянного тока. Первоначально электрическая цепь катушки разомкнута. Как будет двигаться кольцо при замыкании цепи? Ответ поясните, используя физические законы. Так, значит, когда цепь разомкнута, по цепи ток не течет и никаких изменений не будет, да? А когда замыкаем, так, ток будет идти по этой катушке. И ток будет постепенно увеличиваться, да? И при изменении силы тока, то есть при увеличении силы тока, в катушке возникает ЭДС индукции. Так? И изменение магнитного потока в кольце будет создавать индукционный ток. И вот этот магнитный поток индукционного тока, то есть магнитное поле кольца и катушки, они по правилу Ленца будут отталкиваться. То есть кольцо оттолкнется, когда будем замыкать цепь.
Так, сначала кольцо отталкивается от катушки, а потом что ток становится постоянным, ну то есть уже достигает максимума в катушке, да, и если изменения силы тока нет, то получается индукционный ток уже не будет возникать. То есть индукционный ток затухает, да, и тогда кольцо уже перестанет отталкиваться от катушки. И получается, здесь что нужно сказать? Нужно сказать, что вначале кольцо отталкивается, потому что возникает ЭДС индукции при замыкании, да, а потом, что обратно возвращается в исходное положение. Потому что при постоянном токе индукционный ток исчезает, потому что индукционный ток возникает только при изменении магнитного потока. Понятно, да? Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание.